воскресного вечера на телеканале БСТ «Время подводить итоги». В студии Анастасия Чебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Проповедь с экранов. Мечети впервые во время великого праздника остались без массовых богослужений. В священных аятах Корана говорит Всевышний Творец: «Юридуллаху бикумуль юсра». Церемония из главной мечети Уфы транслировалась на всю страну. Мусульмане почитали Всевышнего дома. С пониманием относиться, ведь есть и аяты в Коране, где говорится четко: не обрекайте себя на гибель. Покалечил и оставил без помощи аскерский депутат. На дорогой иномарке протаранил автомобиль, за рулем которой была многодетная мать. Мужчина скрылся с места ДТП. Машину уже увидела я ту. Я спросила, там живые есть? Слуга народа не только влетел в чужое авто, но и вылетел из «Единой России». Однопартийцы отказались от бывшего товарища. Мы не стали дожидаться результатов расследования правоохранительных органов и ГИБДД. Районные аэродромы как вымирающий вид. А тех, кто хранит воздушные гавани в малых городах и кто готов запускать и принимать стальных птиц. Нужно произвести перед полетом техническое обслуживание. Что стало с авиаинфраструктурой республики, есть ли у нее шанс на возрождение? Взлетно-посадочная полоса, длина которой 1600 метров, принимала до 37 бортов в сутки. Отцовская доблесть. В республике впервые наградят не мам, а пап, посвятивших свою жизнь детям. Я думал, лишь бы им было хорошо. Общественная палата республики определила победителей конкурса. Награду получит 27 человек. Больше, чем планировалось изначально. Всего участие приняли более сотни пап. В Башкортостане за минувшие сутки подтвержден 81 случай инфицирования. Всего 2683 жителям республики поставлен диагноз COVID-19. За весь период выздоровели 882 пациента. На этой неделе 18-й жертвой коронавирусной инфекции стала жительница Белебеевского района. Известно, что у 56-летней женщины был сахарный диабет. Сейчас лечение в стационарах проходит 800 больных. В тяжелом состоянии 35, из них 8 находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания 983 человека. Чтобы избежать вспышки коронавируса, было решено отменить массовое богослужение в мечетях. Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников – Ураза-Байрам. Ему предшествовал долгий пост. Верующие отказывались от пищи и воды весь световой день. За стол садились только ранним утром и поздним вечером. И вот настал тот день, когда правоверные отмечают завершение месяца Рамадан. Только праздник в этом году прошел в онлайн-формате. О том, как это было, расскажет Руслан Батыргаеев. В священных аятах Корана говорит Всевышний Творец: «Юридуллаху бикумуль юсра». На часах 9 утра и тысячи мусульман по всей республике прильнули к экранам телевизоров. С ними и семья Рамазановых. Этот праздничный день для Рената начинается непривычно. Вместо прослушивания проповеди в мечети – почитание Всевышнего в домашних условиях. В этот Ураза-Байрам всех попросили оставаться дома. Я думаю, это необходимые меры, поэтому руководство нашей страны, республики, адекватно реагирует, и мусульманам тоже, я считаю, нужно с пониманием относиться. Ведь есть и аяты в Коране, где говорится четко: не обрекайте себя на гибель. Если выход за пределы дома угрожает здоровью, то лучше провести этот день в кругу семьи, до минимума сократив общение с родственниками и друзьями. Ведь пророк Мухаммед говорил: остерегайтесь болезней и эпидемий. А для истинного мусульманина слова посланника как образец правильной мирской жизни. Почему бы нет? Если бы раньше был интернет, я бы, думаю, пророк Мухаммад ﷺ тоже разрешил бы онлайн-намазы читать. О том, что этот праздник будет проходить в необычном онлайн-формате, неоднократно говорил и Верховный муфтий России, призывая своих прихожан отнестись с пониманием к этому. Сегодняшняя праздничная проповедь Талгата Таджуддина транслировалась на всю страну. Праздник, он всегда праздник. И, альхамдулилля, заслуженный. Целый месяц мы соблюдали пост. И было такое время, что он совпал с самоизоляцией. И впервые на памяти Верховного муфтия России праздничная проповедь прошла без прихожан. Только сам духовный предводитель и служащие мечети. В непривычных условиях отработала и команда видеооператоров нашего телеканала. Перед ними стояла задача максимально приблизить к праздничной атмосфере мусульман, чтобы в их домах, как и в мечетях, царила атмосфера радости и душевного умиротворения. Да, непривычно, но мы все равно старались сделать свою работу на отлично, сделать все красиво. Для мусульман пост
Время, чтобы очистить душу, а это возможно только если совершать намаз и держать уразу в месяц Рамадан. Почти по 19 часов в день от рассвета до заката они отказывались от воды и пищи. Месяц испытаний был непростым, но сила веры помогла выстоять. И пусть в этом году у правоверных не получилось отметить завершение поста в привычном формате, но от этого духовная составляющая ничуть не пострадала. Ведь вера, она прежде всего в умах и душах. Руслан Батыргареев, Гузель Бурханова, Азат Ишбулатов и Вадим Исламов. Итоги недели. Уфа. Белорецк намерен возрождать летные традиции. В 2023 году исполнится 100 лет с момента создания аэроклуба, который за все время существования подготовил более 3000 летчиков, и в том числе 77 героев Советского Союза. Начинать заново инфраструктуру придется с нуля, но оказывать помощь в этом готовы энтузиасты. Мнение экспертов о том, как выйти из забвения, узнала моя коллега Екатерина Тимиряева. Нужно произвести перед полетом техническое обслуживание. Юрий Савлуков демонстрирует свой легкомоторный самолет «Синтал», готовит его к полету. Это целая наука – проверить качество бензина, техническое состояние. На аэродроме Белорецка теперь можно встретить только любителей-энтузиастов, для которых авиация и небо – это вся жизнь. Профессиональная карьера в прошлом, но любимое дело в крови, и потому содержат взлетно-посадочную полосу последние годы они за свой счет. Ну, за полосой мы следим сами, вот кто здесь вот занимается. Зачем вам это надо? Ну, такие мы, вот, бывает идиоты от авиации. Нет, мы же занимаемся. Я всю жизнь с 18 лет летаю, так, поэтому мне уже это в крови. 2001. Наш аэродром постигла участь десятков аэродромов, заброшенных по всей России. Сотни. Вот таким заброшенным и полуразрушенным выглядит здание аэродрома Белорецка. А вот таким, если посмотреть архивные фото, оно было в конце 80-х. Лучшим для аэродрома Белорецка стало советское время, а именно 80-е годы. Тогда эта взлетно-посадочная полоса, длина которой 1600 метров, принимала до 37 бортов в сутки. Авиарейсы прибывали из юга России и близлежащих регионов. Но сегодня это автомобильная дорога между садовыми товариществами. Ну, вообще же, вы знаете как, чтобы здесь все заработало, во-первых, КДП это обязательно, охрана это обязательно. При взлете и при посадке в начале полосы там обязательно ограждение, конечно. И там даже должны стоять еще радиостанции, которые на прием работают, да? Экс-министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта, назначенный на пост главы администрации Белорецка в марте этого года, тоже вдохновлен идеей возрождения летных традиций в Белорецке. Им исполнится 100 лет в 2023 году. Чтобы их возродить, нужно финансирование. Вопрос по объемам и источникам денежных средств сейчас прорабатывается. Подтвердились планы по созданию здесь вертолетной площадки, которая будет одним из пунктов санитарной авиации на 4 района – Белорецкий, Учелинский, Абзелиловский и Бурзянский. Знаете, когда есть хорошие традиции, такие, как показывает история, практика, то развивать уже что-то подобное очень, гораздо легче. Как говорится, сама земля поддерживает. Здесь вы видите прекрасное такое место на сегодняшний день. Конечно, мы понимаем, что в 2011 году вот несколько зданий были проданы. На сегодняшний день они в таком очень плохом состоянии находятся, ветхом. Но хорошо, что вот не продали посадочную полосу. Президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов считает, что вывести Белорецкий аэродром из забвения можно. Для этого нужно найти инвестора, готового развивать это направление. Я думаю, чтобы там началась жизнь, там нужен просто хозяин. То есть, когда появится хозяин, который будет понимать, как развивать этот аэродром, соответственно, что вести, какую деятельность на нем, какие точки роста будут на этом аэродроме, да, какие из них будут, скажем так, доходными, какие будут рекламными, какие будут социальными, как это, в общем-то, происходит и в Перушино. Надо просто, чтобы появился там хозяин. С нового учебного года в Белорецке планируют ввести в одной из школ кружок авиамоделирования. Летчики-пенсионеры готовы прививать любовь к авиации самым юным. И тогда дело будет жить дальше. Екатерина Тимиряева, Вадим Исламов. Итоги недели. Пора домой. Для 180 вахтовиков Челендинского месторождения закончилась двухнедельная обсервация на базе санатория Карагай в Мечетлинском районе. У рабочих при заезде на 10-й день пребывания были взяты анализы на COVID-19. Результаты у всех оказались отрицательными. За вахтовиками было организовано круглосуточное медицинское наблюдение. Дважды в день им измеряли температуру. Люди разъехались по домам в хорошем настроении и выразили желание вернуться в санаторий еще раз, но уже на отдых и оздоровление всей семьей. Воздух потрясающий.
Номера уютные, большие, вот, трехразовое питание. Вот, всем очень понравилось. Если бы мы хотели сюда, наверное, вернуться, то, естественно, приехать и отдохнуть, получить медицинские процедуры для здоровья. Вот. Хотелось бы выразить огромную благодарность от всех, кто здесь отдыхает. Радио Хабиров, президент администрации, санаторий Карагай. Еще две группы вахтовиков, 189 и 156 человек, покинули санаторий Красноусольск. Напомним, здравница приняла две партии работников Чииндинского месторождения 5 и 6 мая. За время обсервации вахтовики также 2 раза сдали анализы на COVID-19. Первое обследование провели в день заезда, второе на 10-е сутки. Результат отрицательный. Несмотря на затянувшуюся вахту и разлуку с близкими, уезжающие довольны своим досугом и также планируют посещение санатория по путевкам. Будет такая возможность, конечно, обязательно приедем, обязательно отдохнем, подлечим свое здоровье, свои суставчики. По возможности, конечно, будем. Ну, приедем. Супруга уже, в принципе, целится. Да, уже есть план у нее сюда приехать в это лето. Приедем сюда, в санаторий, отдохнуть. Условия были замечательные, кормили. Медперсоналу огромное спасибо. Они прям вообще были на высоте. Строительство инфекционного центра в Уфимском районе завершится, как и планировалось, 25 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров. После открытия медикам понадобится несколько дней на пусконаладку оборудования, после чего госпиталь будет готов принять больных. 1 июня начинайте принимать первых больных. 1 июня. Мне это важно. Почему? Потому что вот у нас была и логика наших действий, что все-таки минимизируем количество лечебных учреждений, которые находятся под ковидом. Вот все собирайте в одно место, где весь функционал есть, где вся техника есть и так далее. Ну, надеюсь, я вам не раз уже ставил, что медицинский персонал туда вы уже подготовили, туда заходят уже готовые люди. Там и главный врач, очень опытный человек, инфекционист. Я полагаю, что он хорошо организует эту работу. К уборке помещений, подготовке и открытию под Уфой новой инфекционной больницы для приема коронавирусных больных стали привлекать волонтеров. Это добровольцы от движения «Молодежка» Общероссийского народного фронта. Активисты убрали комнаты, в которых будут жить медики, ребята помыли окна, полы и занесли мебель. Волонтеров будут страховать. О беспрецедентном решении заявил глава республики на встрече с добровольцами. Она прошла в режиме онлайн. Помогать нуждающимся в период пандемии изъявили желание более 5000 жителей Башкортостана. К сожалению, избежать заражения коронавирусной инфекцией получилось не у всех. Тем не менее, волонтерская работа в республике набирает обороты. Тему продолжит Динара Таймасханова. Утро Илюсы Мулаяновой начинается с изучения адресов и построения маршрута передвижения. Нет, во время карантина студентка не подрабатывает в службе такси. 20-летняя девушка уже 3 недели в составе волонтерского штаба. Передав продукты, она не задерживается возле двери. Впереди еще как минимум 30 адресов. Они пишут, звонят, говорят, что спасибо большое, мы обязательно выздоровеем. Там, когда дети-инвалиды, у них это очень радует. И, просто это счастье помогать людям. Такие продуктовые наборы получат 5000 семей. Это пенсионеры старше 65 лет, семьи с детьми-инвалидами. Колбасные изделия, чтобы не испортились. Отвозить адресатам нужно быстрее. К движению подключились автоволонтеры. Они бесплатно развозят наборы до квартир нуждающихся. Это совершенно разные люди. Это в большинстве своем это уфимцы, где-то студенты, где-то работающие люди. Те, которые, может быть, были в свое время самозанятыми, и у них сейчас есть возможность поволонтерить. Поэтому мы очень рады, что они очень так сами изъявили желание, откликнулись. Самоизоляция их не затронула. Продукты или лекарства ежедневно нужны людям, зато некоторых коснулась коронавирусная инфекция. Глава республики заявил о том, что жизнь и здоровье волонтеров будут страховать. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госсобрания. На онлайн-встрече Ради Хабиров поблагодарил добровольцев за самоотверженный труд. Тот огромный труд, который вы сделали и сейчас делаете, он просто неоценим. Он нам был очень нужен, понимаете? Так складывается, ведь все государственные, муниципальные органы тоже работали на повышенных таких оборотах, но все равно были сферы, где мы не могли качественно отработать и не могли быть полезными людям. Вот вы на себя взяли самое сложное в это сложное время борьбы с коронавирусом,
поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается. На экране монитора совсем еще юные волонтеры и те, кого называют серебряными. Валентине Арефьевой 85. Жительница блокадного Ленинграда помогала в покупке продуктов нуждающимся. Таких в регионе, желающих помогать безвозмездно, более 5000. Глава республики отметил, что уже в ближайшем будущем появится волонтерский центр, который объединит все добровольческие отряды Башкортостана. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели. На этой неделе депутат «Единой России» оправдал один из слоганов партии «Движение только вперед». Правда, не в том смысле, который изначально закладывался в лозунг. В центре села Аскино депутат Совета района спровоцировал пьяное ДТП. Повезло, что никто не погиб. Мать 3 детей, которая была в другом авто, сейчас в больнице. Ее машина восстановлению не подлежит. Как и статус депутата, который спровоцировал аварию. Дело в том, что он скрылся с места ДТП, оставив женщину на произвол судьбы в искореженном авто. Тему продолжит Радмир Азнабаев. Машину уже увидела я ту. Я спросила, там живые есть? Олеся Фагамова уже заворачивала во двор, завершая маневр, когда в ее ленд-крузер влетает на большой скорости «Лексус» местного бизнесмена Хамита Фейзрахманова. Женщина перевернулась несколько раз, улетев в кювет, как и внедорожник депутата Совета Аскинского района. Все, что было после, многодетная мать помнит отрывками. Но то, что мужчина несся на высокой скорости, становится очевидно, потому что перед тем, как повернуть, Олеся заметила его в зеркале заднего вида еще в самом начале улицы. И тут вот это черное пятно я увидела, уже оно уже врезалось, в черное пятно увидела, и оно врезалось в меня. Меня, получается, развернуло, развернуло меня в обратную сторону, и потом я кувыркалась. Темнота какая-то была. Мне было, знаете, быстрее выйти из машины. Ремень безопасности не давал мне выйти. Я не помню, как я от него отстегнулась, и мне было быстрее выйти, чтобы лишь бы машина не взорвалась. У женщины сотрясение мозга и ушибы по всему телу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Олесю выпишут домой уже через неделю, где ее ждут супруг и 3 детей. Кстати, один из сыновей стал свидетелем этой аварии. Вижу машину, ее сбили. И сразу побежал с бомбой помогать. Когда мама перевернулась, было очень страшно. Вся жизнь перед глазами пролетела. Супруг Олеси Фидан Фагамов приехал на место аварии через 10 минут после звонка сына. В водителе «Лексуса» мужчина сразу узнал местного бизнесмена и по совместительству депутата Аскинского совета Хамита Фейзрахманова. И не ему одному показалось, что водитель был пьян. Он скрылся с места ДТП еще до приезда сотрудников ГИБДД. Это видели и очевидцы, и фельдшеры скорой помощи. Несло перегаром. Все, которые очевидцы, здесь очень много народу собралось. Все говорили, что от него невозможно было подойти к нему, что несет перегаром. По предварительной информации, депутат возвращался с вечеринки. Кстати, на следующий день после аварии на заседании партийной комиссии по этике Фейзрахманов был исключен из рядов «Единой России». Там же и добавили, что проверят все обстоятельства вступления в партию Хамита Фейзрахманова и всю его подноготную за все время его пребывания в партии. А Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что от таких людей нужно избавляться сразу. Мы не стали дожидаться результатов расследования правоохранительных органов и ГИБДД, потому что сам факт оставления человека, который нуждался в медицинской помощи, уже дискредитирует и этого члена партии, и партию в целом. Как выяснилось, он скрывался дома. Днем Фейзрахманова доставили в Аскинский отдел МВД, где составили протокол и отпустили. Состоится судебное заседание, где, скорее всего, его лишат водительских прав. А вот был ли депутат на момент аварии пьян, доказать уже будет невозможно. Радмир Азнабаев, Булат Закирьянов и Владимир Шевчук. Итоги недели. Вылечившихся после заражения COVID-19 с каждым днем становится все больше. В республике их уже почти 900 человек. И у этих людей есть возможность стать спасителями для тех, кто еще борется с вирусом. Все дело в так называемой антиковидной плазме. Подробности у Эмилии Тимашева. Это уже не красная зона, но в этом медучреждении есть особенное помещение. Оно главным образом для тех, кто уже переболел коронавирусом. В Стерлитамакской станции переливания крови прием таких людей ведут с повышенным вниманием, так как их плазма считается антиковидной и способна помочь тем, кто еще проходит лечение. То есть у тех, у которых сформировались
выработались антитела и сформировался иммунитет. Вот эта плазма с этими антителами может помочь тем, кто сейчас в этом очень нуждается. Но даже после отбора плазмы ее еще нужно проверить и убедиться, что она безопасна, то есть не содержит других вирусов. Раньше пробы помещали на длительный карантин, но теперь есть современное оборудование, которое сокращает это время в сотни раз. Уничтожает вирусы в крови, патогенные вирусы в крови, гемотрансмиссионные инфекции. После этого компонент годен к использованию. То есть не нужно будет проводить карантинные мероприятия, которые мы проводим на данный момент сейчас. 4 месяца выжидать плазму не нужно будет. А сколько нужно ждать? Мы можем через 20-30 минут после того, как мы вирус активировали, передать в лечебное учреждение. Сейчас стратегический запас плазмы в Стерлитамакском пункте составляет около 5000 литров. Она хранится при температуре почти минус 40 градусов. Но эта плазма обычная, антиковидных образцов здесь пока еще нет. Все компоненты, которые мы заготовили, компоненты крови, компоненты плазмы, будут храниться у нас здесь до момента востребования. Главное требование для переболевших доноров – месяц карантина после выписки. Только после этого они смогут сдать плазму. Да и то, если вес человека более 50 килограммов, он подходит по возрасту и не имеет противопоказаний. Впрочем, для тех, кто уже выздоровел, есть возможность не просто помочь другим, но и заработать. Так, например, за 600 миллилитров плазмы дают 5000 рублей. Эмиль Тимашев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Новости, Стерлитамак. И сейчас новости короткой строкой. Чем еще запомнилась уходящая неделя. Стала известна дата проведения единого госэкзамена. Это 29 июня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по образованию. ЕГЭ пройдет по всей стране, но только для выпускников, которые собираются поступать в вузы. Школы будут оказывать поддержку дистанционно. Пересдача планируется в августе. А вот последние звонки с посиделками и неформальными встречами в этом году в республике не будет. Об этом Ради Хабиров сообщил на совещании «Час образования» в онлайн-формате. Школьник из Стерлитамака прославился на всю страну, но не успехами в учебе, а владением силовыми приемами. Только вот применял он их на 50-летнем инвалиде. В сети появилось видео, на котором 15-летний подросток избивает мужчину. Восстанавливая картину того дня, Юрий Васильев говорит: подростки долгое время шумели под окнами его дома, на замечания не реагировали. Сгоряча он выплеснул на них стакан воды. И, конечно, не ожидал, что тем самым вызовет их на поединок. Полиция проводит проверку. Водителю погрузчика, из-за которого погиб 24-летний мужчина в Бельбее, уменьшили срок наказания. Вместо 4 лет лишения свободы Игорь Акимов получил меньше. Общий срок отбывания наказания составил 3 года и 10 месяцев. Апелляцию подавала защита подсудимого. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения. Ее, кстати, незадолго до аварии попросил установить сам погибший. За рулем погрузчика нетрезвый Игорь Акимов врезается в легковушку под припаркованным автомобилем. Придавленный остается лежать Павел Чупраков. А виновник ДТП поспешил скрыться. Концерт под окнами Республиканской детской клинической больницы устроил фонд «Потерь нет» совместно с театром «Грим де Буфо». В условиях пандемии большинство маленьких пациентов остались без общения с родными. Посещение больницы временно запрещено. Своими цирковыми номерами артисты подняли настроение ребятам. Показали фокусы, шоу мыльных пузырей. К окнам больницы приникли как маленькие пациенты, так и их родители. Медицинский персонал тоже не остался в стороне. А в 2 районах республики сюрприз преподнесла уже весна. На неделе майский снег порадовал жителей Белорецкого и Абзелиловского. Люди поспешили поделиться причудами природы в социальных сетях. Ранее синоптики прогнозировали в республике дожди и заморозки, но такого никто не ожидал. Правда, зимний покров продержался всего несколько часов. Папа, который посвятил себя воспитанию ребенка с особенными возможностями здоровья. Общественная палата республики определила победителей конкурса «Отцовская доблесть». Из 106 претендентов выбрали 27 пап. В Башкортостане награда учреждена впервые. Заявки подавали самые разные отцы. Самому старшему кандидату в этом году исполнилось 90 лет, самому молодому – 28. Среди них многодетные папы, родители, которые воспитали едва ли не взвод военных, отцы-одиночки, герои, спасшие жизни, дедушки, воспитавшие внуков и многие другие. Завтра у нас воскресенье. Наверное, поедем, съездим. Дядя Валерий, на шашлык свожу я тебя. Потому что тебе уже отдохнуть надо. Ты целую неделю дома сидел, работал. Семейные традиции Прохоровы стараются не нарушать. В выходные собираются за одним столом. На нем обязательно коронное блюдо. В этот раз зурбелеш. Обычные в субботу, воскресенье. Когда еще будем собираться? Только. Ярослава кушать будешь?
Дни рождения справляем также. У Дмитрия Петровича 3 детей и 2 внуков. Один из сыновей – инвалид с рождения. Диагноз ДЦП – повреждение правого полушария мозга. Юра не мог говорить и ходить. Так вышло, что с 16 лет он живет только с папой. Развелись. Череда реабилитации, поездки к лекарям и врачам по России и за рубеж. Дмитрий Прохоров все-таки сумел поставить сына на ноги. Много внимания приходится уделять. Бывает в Уфу в больницу ездим, и бывает здесь, значит, надо что-то, значит, съездить с ним. Так выезжаем на рыбалку, на шашлык. Вот. Ну, время, конечно, много приходится уделять, потому что если ему не уделять время, он замкнется. Тяжело это, конечно. Вот когда с ними в Евпаторию ездили, мы на самолете летали, надо убедить его, что надо зайти туда, надо полететь, надо вот так, значит, только убеждением. Сейчас сын Дмитрия Петровича хоть и медленно, но ходит сам. А еще нашел хобби – собирает пазлы. Развивает моторику рук, вот, зрение развивает, значит, и успокаивает пазлы. Это как рыбалка. Вот рыбак придет на рыбалку, утром рано закинет удочку, не клюет, смотрит, а уже вечер. Вот так быстро летит время. Так и у него, чтобы занять вот это время чем-то, значит, он вот нашел себе и называет это своей работой. Это моя работа, говорит. За несколько лет собрано почти 900 картин из пазлов. Самая большая работа из 4000 частей. После, вместе с папой, Юра оформляет их для экспозиции. Вместо семейного фотоальбома у Прохоровых альбомы с выставок стабильно по одной экспозиции каждый год. Работы либо дарят, либо они остаются дома. Квартира уже давно похожа на картинную галерею. В каждой комнате отдельная тема. Например, в этой – фонтаны. Четверть века назад Дмитрий Прохоров посвятил себя детям. Сам говорит, что никак их не разделял. Одинаково, каждого. Учил доброте, честности и состраданию. Всегда во всем помогает и дает правильные советы, по жизни нас правильно ведет, правильно воспитал. Награда «Отцовская доблесть» в Башкортостане учреждена впервые. Было подано 106 заявок. Все пример для подражания. Многие из претендентов – одинокие папы, как, например, Анас Ракипов. Так вышло, что мужчина дважды разведен. Он воспитал 2 сыновей от первого брака и сейчас самостоятельно растит еще 2 детей уже от второй жены. Хотя официально нет такого статуса «отец-одиночка». Впрочем, на деле у него так и получилось. Любящие дети и внуки. Одиноким папой Анас Аглямович себя не чувствует. Я думал, лишь бы им было хорошо. Им было хорошо и все. Я о себе не думал. Итоги конкурса подведены. Изначально планировалось, что будет 20 победителей, но жюри выбрали больше – 27 отцов. У нас очень востребован, у нас поступило большое количество заявок, больше, чем мы ожидали, и мы были вынуждены расширить круг награждаемых с 20 до 27. Многодетность, конечно, важный признак, и нам нужно больше башкортостанцев, но имелись в виду и другие достижения, в том числе и достижения детей. Сами участники конкурса воспитание детей особой заслугой не считают. Скорее хотят показать пример для остальных пап и, может, даже для некоторых мам. Дмитрий Петрович сам рос с 3 братьями, поэтому и говорит, всегда хотел, чтобы и у него было много детей. Мечта все еще продолжает осуществляться, но уже во внуках. Я за то, чтобы было много-много детей. И раньше у меня это вот была такая черта. Лилия Курбанова, Вадим Исламов, Булат Закирьянов. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.